Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тола. Поймал, открой ведро. Ведро открой быстрее, быстрее не могу держать. О, мама, тихо, успокойся. Так, ну что, друзья, всем привет. Начинается очередной день. В принципе, он уже начался. Оделись, собрались. Сегодня что мы сделали с утра? Это вот сделали такую раковину. Поставили умывальник. Сейчас у нас здесь все комфортно. Умывальник, раковина. И без всякого ведра, с выводом прямо на улицу. Все четенько. Немножко занялись, хотели обшить потолок. Но надо съездить, пока светло, на речку, проверить продольнички, все такое. Эти дела можно будет сделать по темноте. Рябцов сегодня не было, посвистели немножко. Голосок, как видите, немножко прорезался. Потихоньку оживаем, но все равно дышать пока еще тяжело. Не до конца еще здоров, так что будем лечиться. Налимчики наши живы. Посмотрели, плавают, их уже там 3. Сколько сегодня еще налима будет? 1 налим, 3. 1 3. Ваши прогнозы? Не знаю. Я скажу 2 налима. 1,5. 3 налима. О, вот это я ударил, да. Дождь идет. Ничего, не сахарный, не растаем. Поехали. Идет проверка первого продольника. Походу пусто сегодня. Что-то шевелится там, да? Или что, это маленький налимчик? Не, налим. И все, да? Ну, видим еще. А, есть еще. Там еще маленький, да, налимчик? В конце что-то побольше, да? Снимать надо, нет? Или тоже маленький? Акула макутка бураз, да? Нормально. А, вот сюда только нужен этот такой. Малек. Малек. Гартас я, бока шибутли, во. Так, первый блин комом. Очень долго это малявок посаживать. Есть натяжечка, да, нет? Почему-то здесь, видимо, не было. Пусто. Тоже маленький налимчик, да? Сейчас попал или был? Не, попался малявкой. А, на малявку попал. Да. Ну пускай плавает. Пусть, да, конечно. На трофейного. Ждем трофейного. Тикс. Продольник почему-то вечно вверх смотрит. Значит, тут налим есть. А, у него почему-то течение в другую сторону. Налим поднял. Песок. Все пусто, да? Последний нет, видишь, на последнем был налим. Значит, налим был, если поднял. 2 последних нету. Ну да. А он был. Но ушел. Ну, там на море подуля смейка киянонча. Тоже пусто, да? Никого. 6-килограммового точно нету. И 5 нету. Сам мясо из кулала майже, да. Не, живые тоже есть, да? Не знаю, но надо менять их уже.
Сдохнут туда. Гарчма, ну ладно. Как-то вот так. Сегодня пусто. Вчера было 2 налима, сегодня 0. Сегодня, наверное, на верхнем они чередуют, да, Серега? День на верхнем попадается участке, день на нижнем. Ладно, пошли проверять удочки наши. Так, друзья, проверили наши 4 удочки, которые стояли. Просто в шоке на 4 удочки. Вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 окуней, плотва и подъязок. Это все, это труба. Вообще не ловит. Рыбы вообще нет, куда-то рыба полностью ушла. Вообще не шевелится, на продольнике пустые, сети практически пустые. Вообще проверка ни о чем. Здесь как минимум пол-ведра, это минимум всегда было. А что, родила уже что ли? Я не знаю, вода пошла на прибыль, рыба куда-то полностью исчезла. Так что за неделю ведро, на неделя, третий день. И бог с ним. Немного поймали, главное, свежатинки поели, налима поели, утки, суп поели, все четко, все нормально, мы не унываем. Завтра выезжаем домой, а потом еще раз приедем. И это будет, наверное, уже завершение сезона точно. Потому что скоро зима, друзья, скоро зима. Немножко, конечно, надо было перед зимой заготовить рыбки, но пока не получается. Может быть, когда приедем через 2-3 дня, может тогда что получится. Посмотрим. Пока тишина. Все, погнали, поехали. Друзья, всем привет, всем доброго утра. Утренняя проверка продольников. Ну и за этот выезд получается крайняя проверка, потому что проверяем продольники, проверяем наши удочки и домой. Сегодня выезжаем домой, потому что на улице дождь, на улице тепло, перелета уток нет, утки нет совсем. Так что торчать здесь я не вижу дальше смысла. И что у нас показывает продольник? Первый продольник показывает нулевой результат. Рыба на реке Печора кончилась рыба. Удочки тоже стоят пустую. После приезда за получается 4 дня вода прибыла на 25 сантиметров вверх, но это ничего не дало, рыба не появилась. Там мелкие налимы, да? Там да, все шикарно по идее. Ну, по идее, да, был бы крупный налим, он бы по-любому бы хапнул. Есть маленькие налимчики, уже 2 дня там шарохаются. И никакого эффекта. Этих гальянов меняю на яшей? Ну, поставь, да, если которые уже побелели. А, не живой, так. Голова живая еще. Глаза живые, пусть будет. Это когда уже вонять начнет, тогда вонять будем. На тухлую рыбу у нас рыба не клюет. У нас вообще что-то рыба перестала клевать. Ничего страшного. Продольников мы натюкали, дай боже. Вчера еще 2 добавили, так что надежда есть. Будем надеяться. Вот этого белого можешь поменять. Выкидываю вообще, да? Да. А, можно коту отвезти. Почему? Кот пусть есть. Все. Сегодня домой едем, забираем. Белый у меня шмокнет его. Просто бока шибетли. Видишь, тоже веревки мало, да? Ну так-то еще есть. Вот это развязать сейчас надо. Сейчас развяжу узел. Лишние 15-20 сантиметров тоже не лишние. Так, ружьишкой убрать в сторону, наверное, чтобы не мешалось. Вон, да, это развяжи. Сейчас. Доставай налима сначала. Ну что, есть что? Нету, да? Тишина. Вчера насаживал много-много маляв. Язя, значит, тоже нет, да? О, налимчик. Ну он вчера уже был. Значит, нет крупного налима. Просто промолчу. Засыпала, да? Аккуратно, потихоньку. Ордан крыльте. Потихоньку, дайте. Тык-тык-тык, натяжку сделай. О. Засыпала, да? Если проверять через день, вообще замоет. Глыва пузла, значит. А, тут вон кирпичики у нас. Вон крючок пустой.
кинуть. Да, натяжки нет, да? Тут длинный, наверное, продольный. Наверное. Вроде бы не смотрит, да? Ага. Вот это идет. Да, налим есть там. И большой, Большой налим. съедобный, да? 2 штуки подряд стоят. Налимы Один маленький, другой. съедобный, а вон. Один малышок, другой папа. А, нифига. Ну то кидай так. Оп. Вот так вот. Промолчал, да? Вот это я промолчал тихо. Гдна скоро втянули. А мы ведро не взяли, Серег. О, новое место уже кормит. Этого тоже снимает, это не живец уже. Вот Янцекадан, уже не пусто. А мы говорим, на Печоре рыбы нету. Вот где вся рыба печорская. Эти змеи сейчас, их надо живыми довести домой. Где они ползать-то у нас будут? Пусть тут и ползают. Ну да. За язык он укусил. А, последний крючок дай мне, главное. Чтобы... На последнее, да, попало? Последний, Так, это у нас на ёршика. за килограмм где-то, кило 200, наверное, тот. Ну, может, кило 300-400. Полторашка, наверное, не будет, да? Ну, не больше, чем полтора. И этот полкилошка, наверное. Самый смак. Самые вкусные налимы, да, самые вкусные размеры. Вот так вот. Я смотрю, вроде вниз тебя тащит. Но уже интереснее. Вот они, два друга. И еще у нас один продольник есть на новом месте. И потом пойдем к старым друзьям. Клума? Ну, им-то и сами свеж. Ну что, поехали дальше. Глубина-то позволяет, вон, смотри. Ну, метр еще от силы. Все равно Груз не очень большой тут вот. в ту сторону закидывать будем. Да, если налим здоровый попадется, может утащить этот груз. О, что-то туда пошел налим, наверное, да? Коряга такая. Коряга. Коряга точно есть. Потому что наверху был, из-за этого я говорю налим. Не по течению. Продольник был. Есть натяжка. Вон налим идет, видишь? Говорю, потому что он там был, я сразу Тут понял. крючки сбитые, наверное. Хорошенький идет. Видишь, как накручивает, блин. Оп, сошел. Сошел? Да, И в сачок, да? да. Удачно. Удачный сход. Удачный исход. А сачка-то тоже на краю уже был, да? Ну да. Мог сачка тоже вывалиться, блин. Спасалка-то достала уже. И такие стандартные, да, полторашечки, самый вкусный размер, считай, вон. Ну вот. Главное, даже живец на месте остался. По-моему, на гальяна взял. На гальяна. Такой же, да, чуть-чуть больше, может, на грамм 150 где-то, наверное, первого. Рыба на удочку не клюет, да, хоть здесь потихоньку кормит, да? Ну, Янцекадан. Ну, друг, ты, значит, был наш. Если не сорвался, да. Как колобок. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. А от коми рыбака не уйдешь. Кто-то еще жив. Ну, потихонечку. Видишь, ведро не взяли, и рыба пошла. Может, Янцекадан. надо ездить. Без ведра. Нет, тут и крючки пустые. Наверное, кто-то обсасывал уже. Но все-таки новое место, считай.
зря мы вчера. Значит, там еще надежда на камнях-то у нас на глубине-то хорошая. 4 метра глубины и камни там. Наверное, там по-любому что-то будет тоже. Ладно, поживем и увидим. Тут мало запаса, да, веревки? Да не, нормально. А, вон этот узел развязать надо еще. Узелок развяжется. Так, ну что там, ракета? Пусто, да? Чимба. Еще пустой, смотри. Если не улетел, когда кидали. Это не умер. Хидрит, кудрит, тушки, блин. Такие жирные тушки. О, белый-то до блевотины, наверное, объестся этих гальянов, блин. Это идет, походу, делает. Что такое? Такой длинный продольник. Внизу, да? Идет, кто-то идет. Идет. Кто-то идет. Вон дергает, да. Ага. Так, а как? Вон наливчик попал. Ага, налим идет. Дай мне этот. На. Это сам. Вот так. Тише, 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 сачок не сломай только. Вот так вот. Черный такой, да? Ну. И такой же, вот видишь, стандарт, полторашечки, блин. На Енисее Костя таких называет, как их? Забыл он, как их называют мелких-то. Жаренок или как там их? Не, жаренок у него трешки, наверное, четырешки, это так. Китикет, во, точно вспомнил. Китикет это у него такие. Такие разные, да? Эти светлые, этот темный. Этот светлый, это желтый, этот зеленый, этот чернявенький. А размер, нет, это еще крупнее чуть-чуть. У этого даже брюхо черное, бля, прикинь. Смотри. У этого даже живот черный, блин. Иди, ты полезай туда. Все-таки соблазнился он на гальянчик. О, без ведра-то улов растет. Инцкадан. А вообще, вчера вообще не ловилось, да? Я не помню, вчера вроде, да, пусто было. Смотри, не хочет с этими быть, туда пошел. Сейчас запутает там. Ну да. Да. Дай мне что-нибудь решает. Ерши кончились. Это плохо. Я сейчас покрупнее буду. Дохлых поменяем, наверное. Ну вот. 3 налима. Так что нормально. В удочки рыба не клюет, хоть здесь. Продольники немного кормят. Так, потом не забыть перезвонить Валентине. Кулун. Валентина что-то звонит. Кажется, Бармалюли. Колун, колун, что ты нам наколол? Колунщик, наколи нам налимов. Наколол, нет? Вроде бы нет ничего, да? Яму никто не дергает. Этого трупика тоже убрать котам, наверное, сдохшего. Все, здесь пусто. Еще один остался, да, вот еще один. Ну ничего, 3 налима у нас уже есть. Ну что, друзья, заканчивается еще один поход наш. Отдохнули, пожили в избе, ждали уток, не дождались. Ну, кое-что сделали. Несколько добрых, полезных дел. Это вот сделали в избе раковину, поставили умывальничек. Теперь это все культурненько, без ведра, с водопроводом. Все уходит туда на улицу. Все четко. Продукты оставили, с собой оставили только чистоту, порядок. Так, полотенце. А, вон, нашел я крышку. Нашел я крышку. Вон от контейнера. До свидания, избушечка. И еще сделали избушки буквально 2 года, а успели полностью засрать. Это пока мы прошлый год не построили туалет. Это везде были вот так в округе мины. И тут
очень много было пустых бутылок, банок. Мы просто за 2 года засрали избу, сделали помойку. Не стали привозить сюда мусорную машину, решили вопрос немного проще. Вот, выкопали такую яму. И в округе все бутылки, все банки собрали, закидали в эту яму. Разбили, растолочили стекло, чтобы весной в половодье это все затопляет, чтобы это все не всплыло, не уплыло. Пластик весь сожгли, который здесь валялся. Лишние бумаги. Все убрали в округе. В общем, навели порядок возле избушки. Вот таких вот 2 добрых дела сделали. Хотел еще утеплить потолок, не успели. Перемыли всю посуду. Вот он наш водопровод. Пока сюда стекает, недалеко от избы. Потом привезем длинную трубу пластиковую и проведем туда подальше. И будет стекать все нормально. Что мы добыли на этот раз? У нас на этот раз все намного скромнее. По дичи 2 кряквы, 1 черная утка, 1 рябчик. Это все из дичи. Не знаю сейчас по дороге, что будет, не будет. Не знаю, вот. Осталось совсем немножко. Но мы сюда еще вернемся по-любому. Рыбки немного половили. Тоже немного, очень мало. С клевом очень плохо. Вот идут последние приготовления. И сейчас, друзья, будет самое интересное. Это вот здесь налима, того большого налима трофейного. У нас сегодня 3 налима, пока 3 налима. На кукане еще 2, плюс 2 и плюс еще 1 трофейный. Так что мы сейчас взвесим налима и посмотрим, во сколько. Мы уже говорили, кто 7, кто 6. Сейчас мы это посмотрим. Ну все, изба, до свидания. Скоро мы сюда вернемся. Завтра, наверное, сделаем входной, а послезавтра мы уже будем здесь. Все-таки, надеюсь, мы дождемся перелета северной утки. Ну а теперь домой. Вода уже пошла на прибыль. Хорошо. Сегодня посмотрели, сантиметров 25 она прибыла. У меня обживчиков, потому что здесь одни мальки, а там мальки с ершами. Нам первый... Сразу воронку возьми тоже. Я уже думал, опять она там. Ведро забыли из-под налима. Для налима. Опа-на. Ты мне, знаешь, что подскажи? Блин, вроде бы все фигня, да, столько заморочек, блин. Знаешь, что подскажи? Приближать как? Зачем приближайся? Потом просто поднесу. Скол, да? Понял. Так, сначала наливами, да? Да. О, смотри, как вода прибыла, еще чуть-чуть и они уплыли. Дай бог, конечно, чтобы они живые были. Ни хрена себе они запутались тут. Угу. Друг мой сердечный. Тебя еще как-то достать надо ведь. Что, за палку туда, да, ушел? За бревно? О, ух ты! Что, живой? Живой. Блин. Не порвать бы. Он запутался 2 раза, что ли, аж. А вот этот сучок. Не порвать бы веревку эту. Да засунь ему руку в рот, да подними. Ага. Тихо, тихо, и, блин, тебя еще отсюда еще упустить не хватало. Руку в рот он. Я-то руку-то в рот ему засуну. Как? Ух ты, блин. Тихо, 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 тихо. Горячий финский парень. 2 суток, да, на кукане будет? 3.
Блин. Он сейчас уйдет отсюда у нас. В смысле уйдет? Он 2 раза закрутил вокруг этого сучка. Если веревку, он порвет и уйдет. И все руки уже мокрые. А если веревку развяжи с сучка веревку Да. Ага. А там он 2 раза еще закрутил. Так. и проведешь через сучок. Угу. Там еще 2 налима вообще-то, блин. Ладно, попробуем, лишь бы он с веревкой не убежал. Только крепко держи. Он там плотнячком закрутил полностью. Да, смешно будет, да, если уплывут. Да, Да, смешного сейчас мало будет. И так и не взвесили, да, его? И так не взвесили. О, сейчас где вот у него? Ой! Ой-ой-ой. Убежал. Не должен. Блин, пилу бы. А еще что? Трактор может? Нет, вот это... Вообще плотнячком как-то закрутили, все. Ножовка будет этот сучок обломать, тот, вокруг которого они закрутили. Свистировать сейчас буду. Не могу понять. Потащу. Они там узлом связали. Блин, ножовочкой бы так вот отпилить. Получилось бы четко. Бля, весь сырой уже, ёпта мать. Сучок не ломается, да? Сучок не сломается сейчас. Ну, проблема-то, а? Пойманных налимов. Тихо, 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 что ты дергаешься, бля? Никак. Все никак. Я не накрутил вот так вот вокруг этого. Сейчас все порвет и пипец будет. Пошло. Да подожди ты. Ничего не пошло. Тихо, тихо. Горячие финские парни, блин. Куда ты зацепился еще? Я боюсь, что веревка не выдержит. Она там все плотнячком. Надо специально это, да, какую-то Конечно. проволоку привести. Все никак. Пошло, блин. Ни хрена не пошло. Они закрутили вообще плотнячком, блин. Сучка не вышло еще, да? Нет, конечно. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тола, 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 тола. Тола, тола, тола. О, поймал, открой ведро. Ведро открой быстрее, быстрее не могу держать. О, 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 мама, мама, тихо, тихо, успокойся, успокойся. Тола, тола. Он, это, смотри, у него даже это, усы, может, это сом? Нет. Это налим. У сама нет вот этих вот. Может, пойдем подальше от воды отойдем? Я тоже подумал, потому что он может из весов сорваться. Да, чтобы его поймать-то хоть могли. О, может, это так, с ведром взвесить? Общий улов сначала. Давай, весь. До скольки? Я пока их это на поводке подержу. О. Ты камера светит, а не туда. Килограмм, да? Ну я же, наверное, знаю. Нет. Так. Я у Сереги спрашиваю, сколько. 10. Точка 300. 390. 10 400. 10 400, но 600 грамм ведро это.
40 грамм ведро. Пойдем там весим. Отдельно этого большого смотри. А то спорта был. Спор был. Кто сколько говорил? Я 7, да, говорил? Я сказал 7. А, я 6,5, наверное. Да. Он тоже убежит. Пойдем туда. Скатится и сразу ракета сделает. Вот так вот. Опа. Понял, да? Уже убежал. Если бы поводка убрал, он бы уже убежал. Блин, и здесь он скатится, хрен поймаешь. Ну да. Блин, смотри, что делает, а. Силен, да? Может тебе... Подожди. Горячий финский парень. Маленьких вытащи и за веревку взвесим. Держишь? Да, сейчас, давай. Смотри его, как передавили бедного вот этого. Задушили. Но. Убили, да? Задушили его. эти Но бабы. убили. Нет, живой. А, живой? А, блин, ты держишь? Да. Вот проблема-то, а? С такими кабанами. Вот тут узелок сделай. Здесь поближе. Опа. Ну что, барабанная дробь? 6,5. Сколько там? 6, 775. 6700. Ага. Ну, около семерочки. Говорю уже. Вот, 6700. Так пусть он и будет. 6700, да. Чтобы не убежал. Около семерочки, потому что в руках чувствовал. Смотри. Вот так вот они, вот хвост. Если у них хвост наружу пойдет, это все, считай, пропало. Вот налим вот так вот, видишь? Он сейчас выгнется, как змей. Смотри, какой ширины, да, вот он. Он не настолько длинный, сколько короткий. О, смотри, ширина хвостовой части, да, возле анального плавника, не даже ниже, 20 сантиметров, вот, 20 сантиметров только по ширине. Для нашей речки, для этих мест. Тихо. Трофей. Может, крышки закрыть? Наверное, надо. Дай крышку, Сань. Ой. Иначе мы его точно потеряем. Еще с веревкой уплывет, прикинь. Так что вот ради этого трофея специально везем живым, чтобы домой свеженьким заехал. Но он, в принципе, домой. Может его просто кокнуть по башке. Не надо, пускай свежим приедет. Чё. Но он так свежий приедет, пусть оглохнет немножко. Усыпить просто хочешь? Да, сонную таблетку ему сделать немножко. А, Сонную таблетку. Чтобы он это не борзел слишком. Ну все, вроде уснул. Все не совсем, но вроде уснул. Ромка говорит, на проводы. Змей. Да, Раз. у Романа через 2 недели провода. Он еще крышку этот откроет. Черт. Ну-ка. Зачем ты его? туда бесполезно бить, мне кажется. Блин, еще куча змей, блин. Еще ты, блин. Фу, справились. 3 мужика с одним наливом кое-как справились, вроде усыпили. Фу. Сразу, наверное, в лодку кину, иначе крышку откроет, убежит. Крепче, крепче. Там еще таких 3 есть, но чуть поменьше. Малявок делай. А прикинь, еще десяток таких попадется, змеи будут у нас в лодке, да? А 3 еще такие, говоришь, где они есть? А? Ты говоришь, еще 3 таких есть, где они есть? Лодки? Ну, не надо, да, поднимать? Не, они там живые. Все, я уже потел. Вот Так, это да. малявок делай. Сейчас сделаем все красиво. Косо, криво, все красиво. Вот, наверное, перевязать надо. А мне для малявок еще ведро надо? Сейчас дам, этими занимаюсь.
там соленая еще вода, да? А ты, Сань, не солил, да, эту рыбу? Свежаком? Ну так, почистил просто чисто и все. Ёшкин кот. Мало ли, 3 мужика за 4 дня, за 4 дня ведро рыбы не не смогли поймали. ведро рыбу поймать. Если налимов добавить, то Ну, будет 2 ведра тогда. На камеру только. Сполоснуть сейчас это только. Это рассол же. там малявки, да? Пойдем туда. Спасибо, Сане. Немножко ершей хоть дал. Хватит нам? Нет? Хватит, наверное. Ну, конечно, хватит. Хватит, да? Ну, уже много даже стало. Что, немножко берем? Да, малявок. Да маленький-то не подохнут, господи, пусть будет. Так, этих обратно сюда. Ну да, вроде ни о чем, а сколько работы. Одной, другой, третий. Живцы на весь золото. Потому что малек не так котируется. Самый лучший живец это Это с тобой в лодку? ёрш. Ну, пусть... Там же, давай там лодку же в тоже. тюрьму надо будет, да? Самый лучший живец это, конечно же, ёрш, гальян озерный. Ну, я так думаю, на первом месте мелкий налим. Вот именно вот этот трофейный налим попал вот на такого маленького налимчика. Все-таки мелкий налим рулит. Так. Сюда течение не стал закидывать уж, чтобы это. Ну все, теперь поехали проверять 2 продольника на новом месте, удочки проверим и 5 продольников, 6 продольников на старом месте еще. Так что еще есть надежда, что мы еще увидим пару сопливых. Это ведро куда? Это под этих самов. А, ну. Все, погнали. Так, 2 продольничка на новом месте у нас. Сейчас посмотрим, что они дадут. Вообще не камень. Веревка приехала? Кусок веревки, да, прижала? Да. Это не наш. Ведро для налимов, да? Ну да. Ну, судя по натяжке, Есть что-то. что-то вроде утопило, да? Приготовься, Сань. А? Нету? А, то, что глубина глубоко было, да? Свой крючок. Пустой крючок. Кто-то или сорвалось, или что. Здесь, в общем, глубина 4 метра, наверное. И камни. И фарватер. Это вообще на самой глубине получается. Экспериментально поставили, но, как видим, пока тихо. Вот там еще есть второй рядом. Ближе к берегу, наверное, надо, нет, Серег? Да, не знаю, так-то хорошо стоит, просто налим не проходил. Да? Понятно. Ух ты, бляха. Колено, да? Прям в колено, ну. В больное. Или не совсем еще больное. Да, клин клином вышибли. Если будет то, что ты его вылечил, то навряд ли такое. Гартама. Что, тоже пусто? Есть натяжка, да? Да, идет. Ух ты! Наш? Наш. Такой же, да, размер? Двушечка, полторашечка. Полторашечка. Тача.
Да потом он тебе хвостом забор сделает и трыбыль. Он еще в сачке же. Ну, с очка он тоже может выйти. Пыжа скер. О, так безопаснее. Ну что, Серега, угадали с местом? Сегодня 4-й уже, да, получается? Может, тронулся. Да не так это делается, дай я покажу. Через жабры, снизу. Да я-то знаю, как оно делается. Не-не-не, не так. На, Смотри. еще чамбики надо. Вот так вот берется это. Так вот, раз. Ну я... Нет, Ну. это... Не-не, вот, видишь? И отсюда ищешь, где крючок. Ага. Нащупал крючок, отцепляешь. И хрена себе крючище. И туда толкаешь. Ай, ай. Не, я же, наверное, вот именно, что он тут вот... Этот... Пальцы... Мне вот это вот не это, неприятно стало. Зато поводки с вертлюками делают. А, на самом основании-то? Не, поводки с вертлюками не пойдет, обломает. Поводки с вертлюками это все фигня. На хороший вертлюк надо, мощный вертлюк поставить в начале продольника вот здесь вот. Это еще что-то может быть даст. А остальное все фигня это. А что, в лодку по привычке кидаем? Ведро есть, там и в лодку. Ну ладно, потом соберем. Есть 4 штуки, 5 уже получается, не забыть бы. Под конец все-таки решила нас неплохо подмочить. Смотрите, какая там туча. Ливень, пошел ливень, пошли дожди. С одной стороны это хорошо, что прибудет вода немножко, будет лучше ездить, возможно, будет ловиться рыба. Но с другой стороны, час не хватило до дому доехать и нас все-таки намочить. Ладно, я спиной сижу, вон Серега уже красавчик, уже мокрый. Санька тоже бочком. Я самый хитрый, я спиной сижу. Но намочит и так намочит. Вон. Там идет просто сумасшедший дождь. И нас не сила намочит. А нам еще 7 километров ехать. Так что мало болеем еще. Где наша не попадала? Погода пипец. Проверили наши удочки. Пришлось поднять вода, потому что упала. Но поймали кое-что. Вот. Полведерочка, в основном сикариус, но несколько штук пяток язей, наверное. В принципе неплохо, но все пришлось поднять, потому что вода поднялась, там уже все на течение стало. Осталось еще немножко проверить продольники и все. И там еще 3 удочки коротенькие по 10, которые там изначально еще срок не закидывали. Дождь уже насквозь, сырые полностью, вон. Серега. Это пиздец. Действительно, это трудовая рыбалка. Все насквозь сырые, все насквозь мокрые. Ох, походу повезло капитально вообще. Еще там. Так, друзья, продолжаем рыбалку. Проверка продольника в экстремальных условиях. Насквозь сырые. Первый продольник на верхнем участке. 7-й продольник. И там что-то у нас шло волной. Продольник поднимает. Я так думаю, это... Ух ты, смотри там, это что? Язи. Куча язей там. 3 штуки это точно там. Поднимай этот заглоченный, поднимай его так. Друзья, куча язей там, вон. 3 штуки точно есть. Так что рыбалка продолжается. И мы уже насквозь сырые. Без сачка Серега уже там долбит их. Сейчас запутают только, Сань. Надо отцеплять и ведро кидать. Цепился. 3-й ушел, да? Ага.
Третий ушел. Так, этого надо как-то приговорить к расстрелу, чтобы не прыгал. И такая бывает рыбалка, и в такую погоду. У меня уже все сырое. По спине течет, по жопе течет. А плащи все оставили в избе. Вот так вот мы лечим простудные болезни, бляха-муха. А дождь тем временем все сильнее и сильнее. Погода как бы испытывает нас на прочность. Но мы не сдаемся. Едем домой. Все равно снасти все проверить надо, потому что по снасти поставил, будь добр, проверяй. Во что бы то это не было. Единственное, что нас может удержать, лодка груженная, это только если была бы большая волна. А так, ну, намокли, что теперь? Не сахарный, не растаял. Пошел второй продольник. А дождь идет, Я скажу, что здесь есть налим. Полторашка. Шиш с маслом, да? Или нет, что-то есть. Что-то идет. Налим. Я говорил вам, так. А мне полторашка там больше. Тянись. О, наш. Тихо. А, тебя ударил. Не, полторашечка. Ну да. Пятый сегодня. Нифига. Кучки юрас. Нет. Да железки хотя бы этой. Ладно. Уберите детей от экрана. О, ушел. Так, ладно, я с ним разберусь. Оставь его. Сейчас он запутает сюда. Сюда как-то аккуратнее. Его сюда нельзя доложить, он здесь. Сюда, Саня, сюда его. Да все Где? нормально. Все, нашел место. Все, да, Серега? Ну вот, я же говорю, налим будет. Полторашка, я угадал. Ля-ля-ля. Мы сегодня посмотрим общий улов, и он, наверное, будет красиво выглядеть. Он уже красиво выглядит. Там в лодке, вот они валяются, сопливые змеи. И мы подъезжаем к третьему продольнику. И здесь, наверное, будет язь. Один язь. Ну, может быть, налимчик небольшой. Что там, Серега? Налимчик небольшой угадали. Второй налимчик и все, да? Или что? Это было. Был. Все, дальше пусто, да? Прикинь, он живой еще. Ну все, насчет налимчика угадал, насчет язя нет. Включающий. Два налимчика. Я думаю, что... Все, да, Серега? Да. Все. Включаемся на следующем продольнике. Ну, Запас есть еще. что здесь нам скажет? Будет, нет? Сопливый змей. Что там, Серега? Натяжка есть, да? Дергает и неплохо. Язь. Что, давай сачок, что? Все, да? Один язь. Плюс один. Ну, ведерочку скоро. Так, небольшую контузию тебе сделаем, друг. Все, узбагойзя. Все, встречаемся на следующем продольнике. Небо пробило, что ли, блин, все поливает и поливает. Ну, что нам скажет ячменное поле? Добавили? Что там есть, что? Мертвый налимчик. Попал и умер. Ну ничего, нормально, он еще не испортился. И все, да? Ну ничего.
Главное не пусто, и то хорошо. А дождь идет, стеной висит. Вот до воды один плюс. Будет больше воды. Хоть фарватер будет более-менее, а то везде, блин, нигде не пройти, не проехать. Вот дождь. Еще и ветер поднялся, ёшкин кот. До полного часа. Сейчас под мотором Серега будет. За мотор хайти тянуло, мотор хайти-то. Что-то есть, натяжка есть. Нету? Есть, висит там дохлый, что-то налим дохлый. Закручивает. Есть? Не, налим. Большой налимчик попал и крякнул. А, это живец. Пусто. А не, да? Ну давай нам еще трофейного сюда. За наши мучения. Есть, да, кто-то? Есть. Хороший есть, да. Бергацак ты, Саш? Там еще что-то есть, нет? А, налимчик небольшой. Живец, да? Да. Он тут так будет. Все, он последний. Нет, там еще кто-то дергает, нет? Утоплено, да, нет? За ним нету больше ничего? Ну, напоследок еще один есть. Тоже неплохо. И ведро у нас почти уже полное. Саня кинул, да, его сюда? Сейчас еще пару сишков, если попадется на удочку, и вообще хорошо. Ведерочка будет полная. Рыбалка продолжается, несмотря на непогоду. Скоро будем дома. Дома, скоро будем дома. Вот и все. Осталось совсем немного добраться до дома. Мы насквозь уже сырые, давным-давно все течет. Ну, в общем, удочки дали еще 3 язей. И ведро у нас почти уже полное. Вот. Вот там еще есть. Серега вообще сухой, да? Таня тоже сухой. Да? Сухой? Вообще насквозь. Они насквозь сухие. Ну все, приезжаем на берег и смотрим, что у нас получилось. Так, ну что, друзья, вот мы наконец-то приехали. Находимся на нашем красивом Покчинском берегу. Рыбалка закончилась. Закончилось очередное путешествие наша. Рыбалка намочила полностью сырые. И идет дележка рыбы. Ну, поймали, без рыбы не приехали. Вот такой вот налим. Здоровяк на 7 килограмм. 7 налимов поменьше. От 1,5 до 2, наверное. 2,300, может 2,5 налима. Вот такие вот пельнички. Ведро белой рыбы. Ведро окуней. Солененькие немного есть уже. В общем, нормально. Без рыбы мы не приехали. Рыбу половили. Отдохнули хорошо. Да, уток мало сегодня получилось у нас. Утка не летит. Ждем морозов. Ждем, когда двинется северная утка у нас. Когда будут заморозки на тундре. И дай бог еще постреляем утей. В принципе, все прекрасно. Вижу, что запотела камера. Наверное, изображение уже хреноватенькое будет. Намочили все, не только аппаратуру. Все промокло. Патроны, оружие, вещи. Сами насквозь промокли. Ну, счастливые, но довольные. Потому что рыбалка и охота, дни, проведенные на этой рыбалке, еще от жизни не идут. Ты как, Серег, считаешь? Так? Не так? Ну, отлично, все клубнично. Особенно вот этот, конечно, трофей.
Ну, блин, толстяк. Он не длинный такой, да? Я О. то, что я могу. Вот смотри. Вот смотри, взять 7 килограмм, да? И вот взять вот этого, скажем, 2 килограмма. По длине практически, смотри, Серег. А, ну нет, покороче немного будет. Нормально. Так что, друзья, до новых походов, до новых встреч, до новых путешествий. А оно уже будет скоро. Завтра по-любому отдохнем, сегодня погреемся, отмоемся, отдохнем. Ну а послезавтра, скорее всего, мы уже будем опять на реке и скажем всем привет, вы на канале Коми Рыбак и так далее. И это будет постоянно. До новых встреч, друзья. Помашите ручкой, ребята. Пока-пока. До встречи.